Главный врач Республиканской клинической больницы Сасламбек Митаев показывает новое оборудование медучреждения, отвечающее самым современным требованиям. К примеру, этот так называемый ангиограф – последнее изобретение в области кардиостентирования. Оборудование самое современное, фирма Siemens. Буквально вчера специалисты из фирмы Siemens, которые приехали из Москвы для установления оборудования, закончили установку оборудования, мы ее проверили на работу, она уже в рабочем состоянии. Однако новейшее оборудование появилось не только в отделении кардиологии. Высокотехнологичные операции будут возможны теперь и в области стоматологии, нейрохирургии, урологии и офтальмологии. Один только факоэмульсификатор способен убирать катаракту глаз с минимальным надрезом в 1 мм, что позволяет не накладывать швы после операции. Особенность и положительные моменты этого процесса, что мы не накладываем швы на рану в послеоперационном периоде, и, соответственно, реабилитация в послеоперационном периоде у этих больных протекает быстро. Больные, если до сих пор у нас уезжали, скажем, в среднем 100 человек, то на сегодняшний день в республике остается 95. То есть мы уже все операции проводим у себя дома. В новое здание медперсонал перебрался на днях. Поздравить их с важным событием приехал и заместитель председателя правительства вместе с министром здравоохранения. Больницей один из главных вопросов там глава республики ставит, чтобы наши жители республики не уезжали за пределы на лечение. Действительно, на российском уровне масштабов и показать его лахи еще. Новое здание Республиканской клинической больницы расположилось на 16 гектарах земли. Общая площадь строения составляет 72 тысячи квадратных метров. Медучреждение рассчитано на 600 коек. Имеется также консультативная поликлиника на 400 посещений в смену. Когда эта больница строилась, наши врачи, которые работали раньше в республиканской больнице, они прошли соответствующие специализации, усовершенствования. Из них 8 докторов наук, 22 кандидатов наук, которые есть врачи, которые работали в федеральных учреждениях, которые пригласил Рамзан Ахматович, приехали домой. Ну, на данном этапе квалифицированные кадры у нас имеются, ну и дальше будем совершенствовать кадровый потенциал. Медучреждение также может похвастаться новой технологией стерилизации помещений. С помощью специальных приточек и вытяжек в операционных и реанимациях воздух постоянно фильтруется. В каждом отделении имеются вот такие одно- и двухместные палаты. Здесь все устроено для максимального удобства пациентов. Появились так называемые консоли немецкого производства. Теперь больной при необходимости может одним нажатием кнопки вызвать врача, включить свет не вставая. Также предусмотрена подача кислорода. Прием больных уже ведут 8 отделений. В больнице 22 операционных зала, реанимация для тяжелобольных на 24 койки и 22 койки кардиореанимации. А в ближайшее время здесь появится новое отделение. У нас появится отделение гемотрансфузии. Станет возможность переливания отдельных компонентов крови, и врач-доктор, который имеет стаж около 15-20 лет, будет заниматься этим. И это будет большой шаг вперед, потому что до сих пор этого в республике не было. Полностью Республиканская клиническая больница планирует перейти в новый комплекс до конца месяца. Розана Цамаева, Муслим Типаев и Ибрагим Налаев. Новости.